недавно известный ученый Роджер Пинжаус, лауреат Нобелевской премии по физике 2020 года, считает, что сознание продолжит существовать в квантовой форме после окончания жизни. Также в древнетибетской медицине написано, что душа образована из атома. Вы знаете, что атом — это мельчайшая частица вещества, которая выступает в химической реакции. Но мельчайшая частица вещества по-тибетски, которая называемая дучаджа, еще и в 9 раз меньше, чем атом. И считается, что атом дучаджа — это невидимое вещество, которое имеет функцию 5 элементов: вода, ветер, земля, огня, небо. Небо — это пространство. И считается, что любая душа, живое существо, произошло именно эти 5 невидимых атом дучаджа. И еще в древнетибетской медицине написано, что душа особенно зависит от атом дучаджа жизни ветровой. Внимание, тут этот атом отличается от других атомов. Тут выделяется слово «жизнь ветровая». «Жизнь» означает «живое». Это по-тибетски называется «солон». «Солон» имеет память предыдущей жизни. Поэтому душа во Вселенной находится подобно как ветра. Никто не может увидеть, но она реально существует. То есть душа образована из 5 элементов атом, включая память предыдущей жизни. Эта бестелесная душа имеет свойство твердо, легко, теплое и распространяющееся. Почему? Потому что эти 5 элементов имеют свойства земля, огня, ветра. Если свойство земля, то она твердая. По-другому можно сказать, что душа подобна как предмет. Она теплая, то есть душа теплая, душа легкая, душа твердая. Обычно после смерти в течение 49 дней душа еще в сознании. Душа может радоваться, сердиться, чувствовать голод и так далее. Только после 49 дней душа может просто находиться во Вселенной или просто проткнуть чьи-то эмбрион живое существо. Таким образом душа витает в 3 видах больших галактик. Первое, душа витает в невидимых галактиках. Таких галактик существует 4. Тут нет живого существа, но душа находится. Второе, душа витает в видимых галактиках. Таких галактик существует 15. Тут также нет живого существа, но душа также находится. Третье, душа витает в галактиках, которая находится в живом существе. Сюда включается Солнечная система и другие галактики, в том числе земной шар, в котором живут живые существа. Из-за действия квантовой запутанности и кармы между душами может появиться связь. Что такое квантовая запутанность? Это явление, при котором частицы взаимодействуют в системе, состоящие из 2 или более частиц.
и поведение одной частицы могут влиять состояние другой, даже на расстоянии. Если одну из них манипулировать или изменить его состояние, то другое тоже немедленно изменится, хотя они находятся в разных галактиках. По теории тибетской медицины, когда созревает кармическое накопление у родителей, у самой души, при половом акте в первый момент беременности душа с космической скоростью проникает внутрь него. В классической физике скорость света является самой высокой, но в области квантовой системы это может быть и не так. Много современных ученых уже утверждает, что самая высокая скорость Вселенной это является скорость квантовой запутанности. Как вы видите, душа быстро двигается, чем что-либо. Душа бесконечной жизни. Умирает только тело живого существа. Когда человек умирает, душа уходит из 9 отверстий тела человека и попадает во Вселенную, то есть в аду. Это 9 видимых отверстий, то есть 2 глаза, 2 ноздри, рот, 2 уха, половой орган, 1 отверстие. То есть можно сказать, что когда человек умирает, душа уходит через его половой орган, через его 1 отверстие, через глаза и так далее. Но здесь существует еще одна вещь, что душа выходит через невидимое отверстие, которое находится на макушке головы. К моменту беременности душа имеет 3 условия, которые позволяют продолжить новую жизнь. Внимание! Это именно когда к моменту беременности только такие 3 условия. Первое. Душа использует силу атом Дучаре в жизни ветровой. И в эмбрионе она формируется как крестика, подобно форму хромосом X-образную. Второе. Душа зависит от спермы и яйцеклетка. Третье. Матка обеспечивает развитие эмбриона с душой. Витающая душа может только видеть момента зарождения эмбриона. Кроме этого, она ничего не видит и не имеет другое сложное сознание. Первоначальная душа также не имеет сознания. То есть первоначальная душа имеет только память предыдущей жизни. Она в центре эмбриона формируется как очень тонкая крестика. До 6-й беременности душа подобна как состояние опьянения и ничего не соображается. Зато нервная система с очень большой скоростью развивается. И каждый день формируется 200 нервов, связанных с душой. За месяц 6 тысяч, за 9 месяцев 54 тысячи нервов. И после родов тоже формируется нервная система, и все образуется 72 тысячи нервов, которые связаны с душой. В первое, второе месяце беременности возникает начальное сознание и формируется начальный орган, который чувствительный. В третье и четвертое месяце беременности душой совершается ощущение и формируется орган чувства. В пятом месяце беременности душой совершается ощущение на все тело. Именно только когда в 6-м месяце беременности
появится душой мудрость. В 7 месяце беременности душой появится гнев. В 8 месяце беременности душой появится жадность. В 9 месяце беременности душой появится стресс. К моменту роду появится зависть. До 2 лет не пропадает память предыдущей жизни. Никто не помнит, что происходило до 2 лет его жизни. Дорогие коллеги, скажите честно, кто-то помнит, что у вас было до 2 лет? Конечно, нет. Только после 2 лет, только тогда душа начинает понимать, что новое тело – это я. И до смерти душа 1000 раз может уходить из нового тела. При разных обстоятельствах, при болезни, при повреждении физического тела, во сне и так далее. Душа и тело оба образовались из 5 основных элементов. Поэтому с момента беременности плода уже склонен к нарушению дисбаланса желчных ветера. Поэтому из-за чего возникает болезнь души и физическое заболевание. Люди говорят, душа болит. Откуда это? Это не тело болит. Причина болезни души – это 5 ядов, то есть болезнь, то есть страсть, гнев, невежество, гордыня, зависть. Симптомы этого заболевания – бессонница, страх, слабость, усталость, ненависть к окружающему, отсутствие интереса к чем-либо, тревога и так далее. Как можно вылечить это заболевание? В древнетибетской медицине зафиксировано очень много различных методов и техник, которые лечат болезнь души. Сегодня здесь, наверное, мне не стоит сказать, что каждая рецептура и техника это займет очень много времени, поэтому скажу одну очень эффективную технику, которая помогает при болезни души. Это очень простая техника. Может садитесь в позу лотос. Если не получится, то просто можете сесть на стул, затем правой рукой сильно ударить на левую область груди, под ключицу 10-15 раз. Так вы можете повторить здесь каждый день в течение 3 недель. Еще раз повторю. Правой рукой сильно ударить на левую область груди 10-15 раз. Так повторите в течение 3 недель. Каждый день. Сегодня, наверное, на этом остановимся. Спасибо за внимание. Спасибо.